Мечети в Восточном Туркестане были разрушены Коммунистической партией Китая, остальные были закрыты или продолжают использоваться в разных целях. На видео, снятом перед мечетью Лагир, расположенной на улице Иттифак в городе Алтай в Восточном Туркестане, подтверждается, что эта мечеть давно закрыта. В видео также говорится, что по политическим причинам в мечетях больше не разрешены молитвы. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок начала свой двухдневный официальный визит в Китай 13 апреля 2023 года по приглашению государственного советника Китая и министра иностранных дел Цинь Гана. Уйгурские активисты призвали министра иностранных дел Германии внести в повестку дня вопрос об уйгурском геноциде и доставить Ильхама Тохти в Германию для лечения. В целях изменения демографической структуры Восточного Туркестана китайские власти продолжают поощрять китайцев к миграции и оказывать финансовую и политическую поддержку их расселению в регионе. В видео, размещенном в китайских соцсетях, есть информация о том, что китайское правительство продолжает поощрять китайцев селиться в Восточном Туркестане и предоставляет им помощь в размере 200 тысяч юаней или 565 тысяч турецких лир с бесплатным жильем. Члены обеих палат Конгресса США направили в администрации Байдена письмо с требованием провести расследование в отношении применения закона о предотвращении уйгурского принудительного труда. Председатель исполнительного комитета Сената США, республиканец Кристофер Смит и сенаторы от других партий во главе с сенатором Джеффом Меркли 11 апреля направили письмо помощнику министра внутренней безопасности США Роберту Сильверу. Катарская энергетическая компания Qatar Energy и китайская нефтегазовая компания Sinopec, как сообщается, подписали соглашение о партнерстве, в соответствии с которым они будут владеть 5% производственной линии проекта расширения газового месторождения на северо-востоке страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий утверждает, что существует прямая связь между войной в Украине и ситуацией на Тайване. В своем выступлении в аналитическом центре Analytic Consult Моровецкий заявил, что видит связь между ситуацией в Украине и ситуацией между Китаем и Тайванем. И подчеркнул, если Украина будет завоевана, Китай может напасть на Тайвань на следующий день.